Конец прошлого месяца в Тампонском районе ознаменовался традиционным отчетом правительства перед населением. О том, какие вопросы задавали жители района, расскажет Мария Винокурова. По прибытии в Тампонский район правительственная группа разделилась на 3 подгруппы. Первая, под руководством министра связи и информационных технологий Александра Борисова, посетила село Крес-Хальжай, Теплый Ключ и поселок Джабарики-Хая. Вторая группа, возглавляемая министром имущественных и земельных отношений Евгенией Григорьевой, побывала в Мигналданском, Ингинском наслегах, а также в самом отдаленном оленеводческом селе Тополиное. Третья группа во главе с первым заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства Георгием Егоровым выезжала в села Ары-Талон, Охотский перевоз и Кискил. В каждом поселении жители имели возможность напрямую задать волнующие их вопросы. Для шахтеров Джабариков-Хая вопрос номер 1 – будущее шахты. Также для жителей поселка актуальна проблема по обеспечению качественным обслуживанием автодороги до райцентра. Поднимались вопросы и по строительству детских садов в селах Новый, Ары-Талон, Тополиное, школы в селе Новый, пострадавшем от сильнейшего паводка в 2001 году. В самой Хандыге назрела необходимость строительства водозабора, очистных сооружений, гимназии на 220 мест, учащиеся которой обучаются в типовом здании детского сада, где нет даже спортивного зала. Считаю это очень важным моментом, что разносторонние и дают ответы на все поставленные вопросы. И, возможно, может и не раз, может и 2 раза в год бы надо приезжать. Я лично, очень довольна сегодняшней встречей и ответами представителей нашего родного правительства. Во всех поселениях звучали нарекания по поводу некачественной сотовой связи, высоких тарифов на интернет-услуги. На итоговом отчете в райцентре с участием всех членов правительственной группы главной новостью для тампонцев стало сообщение министра связи и информационных технологий Александра Борисова строительство оптоволоконной линии связи от Хандыги до Магадана, которая начнется уже в этом году. Мария Винокурова, Василий Егоров, Дилсан Толстяков, НВК Саха, Хандыга.